В Чувашском государственном институте культуры появится школа креативных индустрий. Что это такое? Кто сможет ее посещать? И главное, какие навыки освоят ребята в учреждении доп. Образования, расскажет Екатерина Данилова. Школа креативных индустрий – это эдакое арт-пространство, где детей научат фотографировать, записывать видео, создавать анимацию, 3D-графику, писать электронную музыку. Всего 6 студий. Их возглавят преподаватели Института культуры. Например, руководителем мастерской кино, фото, видео, творчества станет Эдуард Кранк. Педагог рассказывает, после таких занятий школьники сами смогут снимать и монтировать фильмы от документальных до художественных. У нас будет организована студия «Фотолаборатория» при этой студии, где можно будет создавать кино, и не видео, а кино и фотоизображения с помощью пленочных технологий. Дети до 17 лет, которые своими руками будут создавать сценарии, будут создавать режиссерские сценарии, затем осуществлять съемочные процессы и монтировать фильмы, включая переозвучку и тонирование. Кстати, озвучивать свои короткометражки ребята будут в новой современной студии звукозаписи. Здесь же можно создать музыкальный трек, даже записать симфонический оркестр. У нас появляется возможность аранжировок. У нас появляется возможность озвучивания книг, сказок, запись рекламы. И это, конечно, в первую очередь важно для будущих специалистов, которые будут выпускаться для нашей республики. На первом этапе в школе планируют обучить 60 школьников в возрасте от 12 до 17 лет. В студию сможет попасть любой желающий. Никакое специальное образование не требуется, говорят организаторы проекта. Причем ребенок сам выберет именно то направление, которое ему интересно. Мы искренне надеемся, что обучение в школе смогут пройти все ребята, которые заинтересованы в творческом развитии. Обучение будет абсолютно бесплатным. Мы планируем приглашать к нам сюда в институт не только ребят из города, но и из районных школ также. Если бы не победа в конкурсе Министерства культуры России, школа креативных индустрий в институте вряд ли бы появилась, говорит Ольга Михайлова. К проекту готовились основательно. Составили учебную программу для каждой мастерской, концепцию развития, посчитали смету на оборудование. Как итог, 78 миллионов 400 тысяч рублей. Такую сумму из федерального бюджета получит вуз на запуск учреждения дополнительного образования. К тому же оно станет первым шагом к созданию новой системы обучения, уверены в региональном Минкульте. Мы очень активно работаем по преобразованию Института культуры и искусств. В прошлом году мы объединили в одно юрлицо Институт культуры и училище культуры. То есть мы создали такую двухуровневую систему образования в этом учебном заведении. И создание школы креативных индустрий, открытие школы креативных индустрий – это первый шаг к созданию трехуровневой системы образования, непрерывной системы образования для отрасли культуры и искусств. Екатерина Данилова, Надежда Александрова, Святослав Петров, Вести Чувашия.